Короче, ребята, из этой будки сегодня ночью волки утащили собаку. Утащили собаку, и хозяин этого дома остался без собаки. И я решил сегодня сходить по следам волков. Короче, немножко поснимаю. Сходим за речье. Даже лыжи не взял с собой. Без лыжи ходим по своей буранице. Здесь уже нас оттали, мы несколько раз ездили. И бураница держит, хоть и без лыж. Сегодня, короче, я шел за хлебом, и хозяйка этого дома показывал. Остановил меня и говорит, мне, говорит, нужен щенок, кобель. У Айды, говорит, оставьте мне одного щенка. Сегодня ночью, говорит, волки у меня собаку утащили. Уже, наверное, штук 10 собак уже утащили за этот сезон. После того, как выпал снег. Не знаю, откуда они пришли к нам. Но их много, видимо. Сейчас недалеко сходим хотя бы до пилорама. Там, если что, увидим. Если нет, так нет. Без ружья, без лыж, без ничего. Просто пробегаюсь. И вот смотрите. Последний раз вот были на рыбалке. И этого иния еще не было. Смотрите, как сегодня мороз опять у нас. И все инеем покрывается. Деревья там. Уже что-то я наблюдаю. Вот смотрите. Кровь. И вот следы. Это уже волк. Следы. Не скажу, что очень крупные. Но видно, бураницы этого таскали, видимо. Становится интересно. Айда там что-то уже чувствует. Нюхтит уже. Вот опять кровь. Видимо, по буранице и пошли волки. Ох, как отчетливо. Когти какие, вот. Вот это уже здесь покрупнее лапа, вон, смотрите. Покрупнее. Угу. Если вот, скажем, спичечный коробок ставить его, сравнить с спичечным коробком, это следы волков. Вот так вот. Это волки тут, ребята. Все. Хвост отпустил. Вон, смотрите. Тут тоже кровь, везде кровь. Иди, давай, сходим сюда. Смотрите. По следам волков, короче, сегодня идем. Он здесь провалился. Вот вообще. Это, Вон сорок, ребят. Это уже признак какой-то, что там, может быть, падали уже недалеко. Очень сороки тоже пируют там. Черные вороны, сороки. Ребята, так падали. И здесь мы на рыбалку тоже не ездим. Хорошо, не проваливаемся. Тут тоже вот. Но это леса. У волков крупнее следы. Нюхтит, чувствует, но свежие. Тут тоже вон кровь. Вон по следам, короче, идем. Уже тут бегают. Во, смотрите, сколько ворон. Значит, где-то здесь уже собака
Вон. Черную ворону подальше. Далеко не пришлось. О, бля. Вот он. Вот смотрите, где пировали. Вон собака. Вот так вот раздербанили тут эту собаку. Короче, вот что осталось. Конечно, детям смотреть нежелательно, но такова жизнь. Вот после волков что остается? И там еще кровь. Люди боятся по вечерам выходить. Вот, смотрите, сколько крови. Это да. Нормально пировали тут они. Ребят, не пришлось далеко уходить. Она где-то от села, где-то метров 500, наверное. Думал, подальше утащу-то. Видите как. Еще рядом. Вообще страх потеряли они. И каждый вечер по селу бегают. Такой, что в лесу они лощей также гоняют. Что по селу бегают, там убивают собак. А охота на них, не знаю, там без разрешения можно не стрелять их. В таких ситуациях, если вас, скажем, встретишься с ними, толку от этих зверей, я думаю, нету. И можно, думаю, можно открыть охоту без лицензии на них. Они хитрые. Редко когда встречаешь. Я их еще в глаза не видел. Не знаю, вот бывают следы, я увижу там, думаю, лиса, может, это волки там проходили, но вот здесь свежие следы, вот, смотрю, непонятно, вот, лиса или волк здесь проходил. Не так крупные, а вон там, вот, который я заснял на фотографию, там, конечно, покрупнее, там нормально. Так вот. Ну все, ребята. Я сейчас обратно пойду домой пилить дрова, короче. Вот такое видео. Так что пойду я вольере буду держать. Только по дням она со мной бегает. Так вот. Ну вот, рядом уже вот село. Я вам говорил, 500 метров от той будки, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Ну все, ребята. Всем пока и до новых встреч на Продиокоме. А мы домой.